В этом году исполняется 75 лет с момента окончания строительства Сурского оборонительного рубежа. Оградительные линии, построенные в начале 40-х годов на случай, если фашисты войдут в Москву, теперь напоминают о себе лишь поросшими травой холмами и оврагами. Современное состояние военных сооружений исследовали студенты историко-географического факультета ЧГУ. 4 дня они сплавлялись на байдарках по Суре. К экспедиции присоединилась и наш корреспондент Мария Никифорова. Здесь каждые сутки расписаны по минутам. Чтобы уложиться в 4 дня, пришлось следовать строгому графику. Построение, перекличка и очередные сборы перед отправкой. Ничего лишнего. Запасные весла, палатки, рюкзаки и коробки с провизией. В экспедиции пригодится все, уверены участники. Для Елены Никитиной она уже вторая. В прошлом году со своими однокурсниками она прошла пешком 102 километра по Казанскому оборонительному рубежу. На этот раз участники выбрали новый маршрут – Сурский рубеж. И решили не идти, а плыть. Обе противотанковые линии строили прабабушки Лены. Поэтому пойти в экспедицию для нее было долгом чести и памяти. В прошлом году мы ходили на Казанский рубеж. Для меня это память о моей прабабушке со стороны папы. А Сурский рубеж – это память о моей прабабушке со стороны мамы. Поэтому я и решилась обязательно сходить в этот раз. Новый взгляд на мир с воды. Обычно ты смотришь с земли на воду, а тут с воды на землю. Сложность была сначала в настрое, потом в равновесии, байдарки, потом все привыкло, все нормализовалось. Организатором экспедиции стал член Русского географического общества чебоксарец Дмитрий Алексеев. Маршрут начался в Шумерле. Именно там находятся реконструированные участки оборонительного рубежа. Тяжелый груз участники экспедиции везли по очереди, цепляли к байдаркам. Поэтому к назначенному пункту каждый из них приплывал в разное время. Вода совсем не помогала, рассказывают ребята. Да, очень спокойно, поэтому грести тоже тяжело немножко. Когда течение есть, наоборот, лучше помогает немножко. Один из перевалочных пунктов – село в Ядринском районе Ильина гора. Здесь оградительная линия проходила от села Засурье до границы с Ульяновской областью и должна была задержать врагов на подступах к Казани. Строительство Сурского оборонительного рубежа началось в конце октября 41-го, когда немецкие войска стояли под Москвой. Тогда здесь работало около 180 тысяч человек. За 4 месяца они вырыли 3 миллиона кубометров земли. Это сейчас рвы, окопы и землянки превратились в заросшие ямы. Во времена войны оборонительная линия была 4 метра в глубину и 6 в ширину. Осенью 41-го началась тотальная мобилизация оставшихся в тылу крестьян. На стройку бросили женщин и детей. Повестку на работу присылали всем, кому исполнилось 18. Тех, кто ее игнорировал, ждала тюрьма. Я считаю, что линия фронта была не там, где пули свистят, она была здесь, именно на этих рубежах. Потому что героическим, только если представить, в каких условиях приходилось работать людям, просто невообразимо. И в основном все делалось женскими руками. Исследование этих оборонительных сооружений и есть главная задача участников экспедиции. Длина склона 3 метра 40 сантиметров. Кроме того, в рамках экспедиции студентам удалось встретиться с теми, кто 75 лет назад строил оборонительный рубеж, пообщаться с шумерлинскими и ядринскими историками-краеведами, а также посетить музей под открытым небом «Сурский рубеж». В ходе маршрута студенты, которые проходят эту экспедицию, должны рассматривать и сурские рубежи, и их задачи, кроме этого, отследить геоэкологическую обстановку. В последнее время назрела необходимость сохранения природного исторического наследия. Завершилась экспедиция на базе отдыха «Сурские зори». До Чебоксар ребята добирались уже на автобусе. Сейчас в их планах выпустить книгу об оборонительных сооружениях с описаниями очевидцев, рассекреченными материалами и документальными работами. Мария Никифорова, Михаил Солин, Вести, Чувашия.